как площадку, с которой мы хотим начать задавать вопросы по сегодняшней ситуации, с которой складывается внутри Абхазии и вокруг Абхазии. И на этой встрече было подчеркнуто, что в принципе, да, есть у нас один вопрос к парламенту, это их реакция по поводу, ваша реакция по поводу того, что вашего коллегу лишили гражданства. Это, значит, все-таки политический акт, на который парламент должен будет прореагировать, как мы считаем. А в остальном мы считали, что парламентская площадка самая удобная для того, чтобы задать вопросы исполнительной власти, на которую, кстати, все ссылаются, да, то есть и когда были выборы, ссылались, что исполнительная власть должна реагировать, МИД, СГБ, об этом говорил избранный президент, и мы рассматривали, так как у нас парламент, общенародная площадка, на которой мы бы хотели видеть представителей исполнительной власти, которым мы бы задали эти вопросы конкретные и хотели бы знать их реакцию. Поэтому мы и с нами согласился спикер парламента, и мы, так сказать, вот сегодня здесь и находимся. Как в дальнейшем построить этот диалог именно с исполнительной властью, потому что это общенародный вопрос. Это не касается одного-двух деятелей общественно-политических. Круг расширяется. Депортированных представителей нашей диаспоры становится все больше и больше. Вот и пока мы этот вопрос обсуждали, появилась еще новая форма, это как иноагент, представителю на наших СМИ. Вот. И поэтому, чтобы сделать это общенародным таким обсуждением, и конкретные ответственные люди, которые должны защищать права своих граждан, МИД на внешнем контуре должен защищать права своих граждан, СГБ на внутреннем и так далее, президент и так далее. И поэтому мы, если в дальнейшем мы-то сегодня свою точку зрения выскажем, до них может дойдет, а может нет. Просто играть в молчанку, мы задаем вопросы, а представители исполнительной власти будут молчать и не реагировать. Ну, вы знаете, как у нас других инструментов, кроме парламента, нету, с ними построить диалог.